Товарищи офицеры! Товарищ главнокомандующий Вооруженными силами Республики Абхазия, должностные лица органов государственного и военного управления к занятиям готовы. Начальник генерального штаба генерал-полковник Савченко. Здравия желаю. В Вооруженных силах Республики Абхазия завершается учебный год двусторонними оперативно-тактическими учениями войск с периода с 13 по 17 октября. Этому предшествовала серьезная оперативная, мобилизационная, боевая подготовка личного состава вооруженных сил. За учебный год проведено 36 мероприятий. Подготовка различных родов войск, учения и тренировок с оперативным составом Генерального штаба, командным составом, соединениями воинских частей. В войсках проведено боевых стрельб отделений 24, боевых стрельб взводов 12, родно-тактических учений с боевой стрельбой 4, тактика специальных учений с боевой стрельбой 6. Проведено 6 полевых выходов подразделений. Особое внимание уделялось подготовке резервных формирований, которая проводилась по всем формам оперативной, мобилизационной и командной подготовки. Всего проведено тренировок и командно-штабных учений с группировкой войск «Восток» 7. Уже второй год подряд внедрено и проводится тактика специального учения с подразделениями обеспечения бригад резерва. В течение учебного года таких учений проводилось 64. Сегодня мы выходим на новый уровень. Впервые в стране будут проведены оперативно-тактические учения такой значимости и масштаба. Отмечу, что Генеральным штабом было подготовлено и представлено мне несколько вариантов проведения этого учения. Я выбрал и утвердил самый сложный замысел, и как главнокомандующий вооруженными силами буду осуществлять непосредственное руководство учениями. Данные учения ориентированы на отработку нестандартных способов действий наших войск, неожиданных для вероятного противника, и будут проходить на всей территории Абхазии в течение 5 суток, круглосуточно, днем и ночью, без оперативных пауз, с привлечением резервистов вооруженных сил Республики Абхазия. Это накладывает особую ответственность на командиров всех уровней. Для создания условий, наиболее приближенных к реальной обстановке, будут сформированы 2 противоборствующие группировки войск, которые в состязательном режиме отработают навыки управления войсками. При непрерывном наращивании оперативной обстановки комплексно будут отработаны вопросы перевода войск с мирного на военное время, подготовки и внедрения оперативных мероприятий. Важная роль отводится главам администраций городов и районов, которые будут принимать непосредственное участие в учениях при выполнении мобилизационных мероприятий и территориальной обороны. Замысел данного учения предусматривает участие органов государственной власти, местных органов государственного управления, силовых структур, входящих в состав вооруженных сил. Это проверка готовности всех должностных лиц государственного и военного управления выполнять свои обязанности в военное время и способности вооруженных сил выполнять свои задачи по предназначению. В эти непростые времена, когда мир сталкивается с угрозами и вызовами совершенно нового порядка, как никогда важно помнить, что мы все вместе, от рядового до главнокомандующего, являемся частью одной Родины. И ответственность за ее защиту лежит на каждом из нас.